Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Узбекские таможенники резко усилили контроль над багажом граждан Туркменистана. На днях Узбекистан назначил Равшанбека Алимова новым послом в Туркменистане. 13 декабря президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты дипломата. В ходе встречи оба говорили о доверии, связях и новом уровне торгово-экономических отношений между странами. Многие граждане Туркменистана действительно связаны с соседями крепкими узами. Вот только новый уровень отношений для простых туркменов эти связи ослабляет. В последнее время узбекские таможенники начали усиленно проверять багаж туркменов и взимать пошлины со штучных товаров, которые те везут на продажу. Базар в приграничном узбекском городе Алат-Бухарской области прозвали туркменским из-за того, что его часто посещают туркмены. Как правило, это жители Либабского вилаята, которые из-за низкого уровня благосостояния пытаются выиграть несколько десятков манатов на продаже повседневных товаров в соседней стране. Люди привозят в Узбекистан чистящие средства, косметику, туркменский текстиль и некоторые виды продуктов питания. Обратно же увозят сигареты, которые у соседей стоят по $1–1,5 за пачку, а в Туркменистане по $3 и выше. Выигрыш от разницы цен едва покрывает их визовые и транспортные расходы, но туркмены хватаются даже за эти мизерные деньги, чтобы свести концы с концами. В своем могущественном государстве они едва ли могут устроиться на постоянную работу без взятки, при этом даже работников культуры или газовиков принуждают собирать хлопок. Сейчас гонения начались и от соседей. Источник рассказал Turkmen News, что на переходе Фараб-Алат узбекские таможенники начали требовать уплаты таможенного платежа в $3 за килограмм. На мольбы людей пропустить их через границу с вещами работники грубо отвечают: «Весь Алат забит вашими товарами, они нам не нужны, ничего больше не привозите и вообще не приезжайте». Ограничения на ввоз товаров в Узбекистан были и раньше, не больше 10 килограммов в общем и не больше 2 кило одного наименования, но никто особо не придирался, если груза было чуть больше. Сейчас же именно узбекские таможенники стали тщательно проверять каждого путешественника и требовать оплачивать пошлину даже за положенные килограммы. Источники сообщают, что особенно строгие порядки наступили при новом начальнике с узбекской стороны в звании подполковника. Он предлагает людям платить пошлину, либо оставлять вещи в камере хранения на границе и ехать дальше пустыми. При этом даже у людей, которые согласились оставить вещи, досматривали чуть ли не нижнее белье и содержимое кошельков. Хамскому отношению, унижениям и оскорблениям подвергаются и люди, путешествующие с детьми-инвалидами. Люди ездят челноками в Узбекистан не от хорошей жизни. В Туркменистане крайне низкие зарплаты, так что подработками занимаются даже госслужащие. При этом речь идет не о крупной контрабанде или нелегальных товарах, а о самых обычных штучных продуктах с крошечной наценкой, благодаря которой они как раз остаются доступными жителям Бухарской области. Если говорить о давних узах дружбы и братства народов, то для простых людей они как раз проявляются в таком повседневном взаимовыгодном обмене. В преддверии Нового года, когда семьи будут собираться за скромными, но все-таки праздничными столами, простые туркмены надеются на терпимость чиновников соседней страны. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.